бордель, ночлежка и притон. Я здесь и уборщица, и прачка. Электронные замки, доступ без ключа, открытие дверей с телефона. И стреляли, и бомбили. Хостел вам не подойдет. Какие не гостинцы якутские. Рыбу, сапоги. И цены не очень высокие. А если у тебя хороший, симпатичный хостел? Все, ту-ту. Вы оказались в другом городе, в отпуске, в командировке, проездом, неважно, нужно где-то остановиться, не на вокзале же ночевать. Хотя так тоже делают, но это не наш вариант. Конечно, можно поехать в гостиницу, ресепшн, обслуживание, 24 часа, тапочки, ванные принадлежности, полный набор. Но средняя стоимость номера в Москве 3500 рублей за ночь. И это будет далеко не в центре, и не факт, что вы там найдете эти самые тапочки и шампунь. За более приличный вариант придется отдать уже от 6000 рублей. Есть другой путь – хостел, и часто этот вариант не только дешевле, но и удобнее. Мы решили узнать, какие хостелы бывают, часто ли в них останавливаются якутяне, и вообще, законно ли это. Попробуем выяснить все. Самый центр Москвы, вокруг дореволюционная застройка, и отсюда многие достопримечательности находятся в пешей доступности. Это театры, выставки, музеи, рестораны. И чаще всего в таких районах можно найти и доступный хостел. Сейчас как раз пойдем в один из таких. Ну что, давайте заселяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нужно сделать для того, чтобы получить номер? Ваш паспорт, вся ваша подноготная и душа. Ну, насчет души я не знаю, но паспорт сейчас я вам дам. И хотелось бы посмотреть еще номера, какие у вас есть. Окей, пойдемте покажу. Хостел – это такой бренд, который пришел к нам из Соединенных Штатов Америки, который обозначают именно такое вот молодежное туристическое какое-то место, где студенты за небольшие деньги, путешествия могут остановиться, провести время и дальше поехать. То есть такой бюджетный туризм. Вот. У нас есть понятие средств размещения или гостиницы. Есть закон о гостиничной деятельности, есть классификация, по которой есть категория без звезд, под которую попадают большинство хостелов. То есть что такое без звезд? Это когда есть многоместное размещение, общие туалеты, общие душевые, и есть общие зоны. У нас всего в отеле 30 номеров, есть разные классы, есть с удобствами, без удобств, с частичными удобствами. Ну, а посмотрите вот этот номер, он достаточно недорогой и очень уютный. А сколько стоит? 2000. 2000 весь номер, даже если 2 человека будет жить. Да. И вот смотрите, в номер входят полотенца, банные принадлежности, тапочки. И удобство где-то в коридоре. Да. А якутяне часто останавливаются у вас? Да, очень часто, особенно семьи приезжают. Сарафанное радио хорошо работает. А привозили вам что-нибудь, какие-нибудь гостинцы якутские, может быть? Да, рыбу, сапоги. Да. Здесь педагог, она очень рано встает, здесь женщина послезавтра выезжает. И вот 2 женщины только что заехали, но еще не поселили. А вам вот сюда вот. А это уже другой хостел на Чистых прудах. Его тоже облюбовали якутяне. Он находится в жилом доме. 2 бывшие объединенные квартиры готовы разместить 24 часа в сутки около 30 гостей. Здесь у нас душевая, совместный туалет, кухня, комната. Все рабочее, чайник, микроволновка, газовая плита, холодильник, все в порядке содержим. Посуда, прошу вас. Здесь у нас столовые приборы. В общем, чувствуй себя как дома. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Эта комната предназначена для 4 персоны. 4 человека могут разместиться. Мы сделали так. Если проживает в этом номере мужчина, мы ни в коем случае никогда не подселим женщину. Как бы это правило соблюдаем. Есть комната только для женщин, есть комната только для мужчин. Туяра Назарова с сыном останавливается в этом хостеле уже в 3-й раз. Она узнала о нем от знакомых. И в такой системе размещения видит одни плюсы. Здесь очень хорошая развязка. Рядом Кремль, центр Москвы, старый город. И здесь очень удобно. Номера очень чистые, хостел, обслуживание быстрое. И цены не очень высокие, удобно очень. А эта комната называется семейная.
Смотрите, здесь 3 места. Сегодня здесь, например, сюда засиделись бабушка, дочка и зять. Эта комната стоит 2 500, это зависит от количества дней проживания. Это еще один якутский хостел, тоже в центре Москвы, тоже в квартире. Правда, комнат, а значит и мест здесь поменьше. Многим людям такая камерность нравится даже больше. Я думаю, хостелы это для наших земляков очень даже нужное, потому что мы приезжаем издалека, когда захотим, можем стираться, когда захотим, погладиться можно, когда захотели, устали, и никто никому не мешает. Я знаю, что в гостинице, там, как говорится, для пенсионеров дороговато. Дочка наша нашла адрес, через интернет сейчас все делается, и она нашла вот это хостел. Чистота, порядок, да. Тут внизу магазин, плитка, все. Хочешь, готов. Все это, как говорится, кухонное все есть. Люди всегда возвращаются. Вот это самое главное тоже. Если человек один раз в хостеле переночевал и поехал в Турцию, и на обратном пути он выбирает другой хостел, да, значит мы плохо работаем. Конечно, все зависит от администратора, как ты к ним относишься. Я один администратор, да, я здесь и уборщица, и прачка, и все, короче. Потому что... ты не устаешь? Нет, я не устаю. Я не устаю, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Я по образованию менеджер туризма, гостиничного бизнеса. В этой индустрии я уже 15 лет. Работа администратора, она включает встречи, проводы людей, бронирование, заселение, выселение, порядок обязательно. Я проработала очень много с людьми. Работала проводником 18 лет. Мне нравится эта работа, когда людям внимание уделяешь. Это большая ответственность, и за этих людей несешь ответственность тоже. Мне важно, чтобы, спокойствие было у человека. Он приехал отдыхать. Все новое. А здесь под крышей мы объединяемся, становимся как одна семья. Вот он, еще один знаменитый район столицы. Деловое сердце, такой наш мини-Манхэттен. Москва-Сити. Количество небоскребов здесь на квадратный метр просто зашкаливает. И понятно, что недвижимость здесь буквально золотая. Тут живут знаменитости, миллиардеры, находятся роскошные отели. И, казалось бы, что тут может забыть среднестатистический турист? Разве что на смотровую площадку подняться. Но оказывается, даже если у вас нет миллионов на счету, вы тоже можете поселиться над облаками. В хостеле, в небоскребе. Сегодня мы с вами находимся в капсульном отеле City 52, который находится в деловом центре столицы, в Москва-Сити, в башне Империя, на 52-м этаже. На сегодняшний день мы являемся самым высоким капсульным отелем в Европе. Да, можно сказать, что у нас хостельный тип размещения благодаря тому, что санузлы у нас вынесены в общую зону, то есть ни один из номеров не имеет отдельного санузла. Да, гость не получает отдельные апартаменты, но он получает высокий качественный сервис, он получает инновационные технологии, которые воплощены у нас в отеле, такие как электронные замки, доступ без ключа, открытие дверей с телефона и так далее. И плюс это выгодное расположение. Ну что же, вот так выглядит сама капсула внутри. Стоимость 2800 рублей за сутки. Вроде пространство небольшое, но все необходимое есть. Розетки, USB, выключатель, даже откидной столик. Тут есть, кстати, и окошко. В этот хостел я время от времени заезжаю, чисто чтобы зарядиться, потому что здесь очень крутая атмосфера. Мне нравится здесь интерьер, мне нравятся те люди, которые здесь находятся, потому что небоскреб Москва-Сити. Москва-Сити никогда не ложится спать, поэтому можно даже вечером выйти, прогуляться, и вот этой энергией драйва, движа можно зарядиться. Я часто останавливаюсь в других отелях, это и Hilton, и DoubleTree, и там такого нет момента, потому что у них больше идет классификация как более, наверное, семейные, и номера очень простые, то есть в них нет как раз-таки той самой экзотики, которая есть в подобных местах. Жить в капсуле – это, конечно, интересно, но, наверное, главный бонус отеля в небоскребе – это потрясающие панорамные виды на город. Правда, для многих хостел становится не просто приключением. Койка в общей комнате может заменить и дом.
Я переехала в Москву не так давно, 1,5 года назад. И, естественно, встал жилищный вопрос, где жить. Решила попробовать пожить в хостеле на долгосрочной основе. Вот. А долгосрочно это сколько? Ну, у меня получилось как раз почти что все лето, то есть это с апреля по август. Ну, это серьезно. Почему? Да, да. Плюсы то, что там всегда убирается другой человек, а не ты. То есть там всегда чисто, порядок, следят за порядком, никто не шумит, как и бывает иногда. То есть в этом плане плюс. Плюс в том, что это центр. Я жила в районе Чистых прудов. Соответственно, до работы мне было очень близко. И все прелести центра Москвы тоже были к моим услугам. И я на самом деле нашла себе много друзей. И это, я думаю, это главный плюс хостела. Ты еще вот будешь жить когда-нибудь в хостеле? Я думаю, что этот опыт достаточен для меня. В комнате 8 кроватей, соответственно, 8 людей. У каждого свой ритм. Плюс часто останавливаются путешественники, которые заезжают ночью и уезжают рано утром. То есть, если вы очень чутко спите, наверное, хостел вам не подойдет. У тебя, получается, койко-место, да? Нет своего пространства, получается. Хочется же иногда скрыться. Да, у меня была эта проблема, но я ее быстро решила. У нас там были пледы цветные. Я взяла плед и на 2-й этаж его закрепила. И у меня была, как моя такая небольшая берлога, можно сказать. Наверное, обязательный атрибут любого хостела – вот такая двухъярусная кровать. Конечно, в зависимости от места может цена варьироваться у нижнего и верхнего яруса, но здесь, например, цена одинаковая. И здесь уже, конечно же, в приоритете желание того человека, который зарегистрировался раньше. Дело в том, что в хостелы приезжают те люди, которые уже знают, что такое хостел. И мы всегда, когда люди начинают нам подавать заявки, запросы на проживание, бронирование, да, то мы всегда обязательно предупреждаем, что такое хостел. Вы понимаете, не понимаете, там будут чужие люди. Вот когда мы начали заниматься хостелами вот 2 года тому назад, например, да, люди не понимали в основном, что такое хостел. Они думали, что они пришли в отель. Ну, например, за 600 рублей он остановился на ночь, но поведение его внутреннее короля 6-звездочного отеля. И некоторые люди, например, выпивали, да, кто-то хотел закурить, кто-то очень шумно разговаривал, да, кто-то ночью приходил и людям не давал спать. Бывали и дебоширы. Но, слава богу, обходились. Без охранника, без никого. То есть тактично выводили людей на улицу. Желательно, чтобы люди соблюдали правила, как в любом отеле, независимо какой он категории. У нас 12 часов выезд, в 2 часа заезд. Нельзя курить, нельзя употреблять спиртные напитки. Все-таки люди, приезжая часто в отпуск, они хотят расслабиться. Вот, и хотят посидеть на кухне, там, может быть, как с этим решать. Все это запрещается. Слушай, есть такой пикантный вопрос. Вот, люди в туалете, они засиживаются. Вот есть регламент, что можно находиться в ванной столько-то. Да, это очень важный вопрос, кстати, потому что есть люди, которые как дома, да, себя чувствуют и забывают, что они в хостеле, и там просто они часами могут читать книги. Поэтому мы всем людям сразу говорим, что туалет не занимать более 10 минут. Если слишком долго засиживаешься, я как администратор стучусь. Вот. И бывает там в ванной комнате тоже, да, мы сразу говорим, не более 20 минут. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы условия здесь были лучше намного. Можно что-то привнести, но пока нет. Все зависит, насколько нас будут гости посещать, и зависит от того, что, опять-таки, финансирование наше. Конечно, идей, мыслей очень много, да, конечно, даже есть такая мысль создать один очень большой хостел для Якутии, якутский дом такой сделать. Вот это, да, это вот идея вот здесь. Лоу-кост, он выгоден чем? Низкий порог входа, достаточно большая маржинальность. Да? То есть при маленьких вложениях ты получаешь достаточно такой существенно понятный обратный эффект. Потому что, вложив миллион, ты этот миллион отбиваешь там, где-то за 1,5-2 года, если правильно все грамотно организовал. Обычно все покупается в Икее, да? Одна вот такая кровать в Икее стоит 1500 рублей. Вот посчитай. Если у тебя там, ты хочешь 30 мест сделать, 1,5, то 30 да, умножай. Вот самое главное, чтобы это было кровати, постельные принадлежности, и все, пошло-поехало. От первых же постояльцев ты можешь купить уже следующее. Большинство
думая, что вот открыть хостел там это какая-то элементарная штука, но ошибается, потому что хостел от отеля, от большого, да, не отличается, по сути дела, ничем. Он отличается только масштабом, количеством кроватей. Но если честно, действительно кажется, что хостел – это понятная очень история, и если начинать бизнес, например, то вроде бы все примерно как бы человеку, даже который не в бизнесе, в гостиничном, понятно. Попробовать с какого-то маленького сегмента можно. Если говорить о том, что хостел на 20 номеров, например, там, ну не знаю, там 70 койко-мест, он максимально будет приносить 600 тысяч рублей чистой прибыли. А то, что говорят, что там можно открыть там 15 койко-мест и зарабатывать, 50 тысяч там, может, ты будешь зарабатывать. С учетом того, что у тебя не будет ни выходных, ни праздников, ничего. Ты будешь... Звучит уже грустно. Да. Ну и если грустить дальше, то давайте поговорим про закон, который вступил 1 октября. Он посвящен именно хостелам. Этот закон многострадальный. Его принимали 5 лет, да, если я не ошибаюсь. Его обсуждали 5 лет, приняли достаточно быстро. Да. Это закон о запрете занятий гостиничной деятельностью в жилом фонде, в жилых помещениях. Это как касается многоквартирных домов, так и касается на самом деле и частного сектора, потому что он тоже жилой. Этот закон, конечно, всех нас очень сильно тронул. Дело в том, что все хостелы в основном в Москве находятся в жилых помещениях. По этому закону в жилых помещениях нельзя держать хостелы, но хостелы нужно на первом этаже, это должен быть нежилой фонд, это должен быть отдельный вход. Ну а если у тебя хороший, симпатичный хостел, но в квартире? Все, ту-ту. Что я могу еще сказать? Нет. Ждите проверку, пока до проверки работайте спокойно. Как только к вам придут, все, дальше не будет уже ничего. Под массовую раздачу хостелы попали из-за вот таких ночлежек, где сутки стоят 180 рублей. Обычно здесь живут гастарбайтеры, а вокруг полная антисанитария. Эти кадры сделал блогер Илья с канала 44 Travels. Да, место, конечно, как притон выглядит. Это вот моя кровать. Постельное белье отдельно стоит 100 рублей. В комплект не включено. Тут вот уже кто-то поел. Какие-то крошки, шоколад, дохлые насекомые. Владельцы общежитий, нарушая всякие там этикет и обычный деловой оборот, и вообще, в принципе, наверное, законодательство отчасти, я не говорю про всех прям, да, есть такие индивиды, называют свои общежития хостелами, потому что это для продажи своих услуг выгоднее. Просто хостел, такое слово нарицательное, к сожалению, стало, и, скорее всего, несет даже больше негатива, чем какого-то позитива с точки зрения туризма. Вроде как какой-то бордель, ночлежка и притон. Но это не так. Правда, владельцы хостелов в многоквартирных домах так просто сдаваться не собираются. Мы теперь уже называемся не хостелами, да, а просто, например, квартира в наем. Мы просто сами себе снимаем квартиру и приглашаем сюда своих друзей, земляков. Это не карается законом. В жилищном кодексе есть понятие поднаем. То есть я нанял квартиру, да, и я могу под найм отдавать людям эту квартиру, комнату посуточно или же на длительный срок. Эксперты уверены, новый закон о хостелах далек от идеала. Понятно, что общаги-ночлежки в жилых домах – это плохо. Но кошмарить нормальные, чистые хостелы и мини-отели, которые реально помогают людям, мягко говоря, странно. И чем закончится это противостояние, пока непонятно. Понятно другое. Доступные места размещения путешественникам нужны. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.